Я приветствую аудиторию Якутского Саха-информационного агентства национальной вещательной компании «Саха». Приветствую нашего гостя в студии. Это Александр Подголов, глава управы промышленного округа Якутска. Добрый день, Александр Григорьевич. Добрый день. И приветствую также моих коллег-журналистов. Это Эмилия Алиева и Аламжи Будаев. Добрый день. Александр Григорьевич, вот начнем, наверное, с того, сейчас происходят такие значительные изменения в органах исполнительной власти. Вы, как бывший член правительства, как можете прокомментировать, вот зачем это происходит, и ваше отношение к созданию Министерства по развитию гражданского общества? Угу. Ой, вы знаете, у меня такое двойное чувство, двойные чувства, скажем так, вот к этому указу, потому что на самом деле, наверное, какие-то управления, департаменты и комитеты надо было сокращать. Может быть, и правда их существование себя не оправдывало. Но мне кажется, что это не надо было делать так сразу и так прямо, как обухом по голове. На самом деле, мне многие вещи просто непонятны. И, может быть, это будет чуть дальше, как бы, новые министры, или там, когда все это перейдут, будут какие-то анализ, какие-то будут интервью, еще что-то будет, потому что на самом деле мне многие вещи непонятны. Вот я даже не хочу тут комментировать, хотя с другой стороны, по большому счету, я приветствую создание Министерства гражданских инициатив. Наверное, это и повышает и уровень, и отношение к гражданскому обществу. Я вот тут много читал комментариев, что зря создали, гражданского общества нету. Хотя можно привести кучу примеров, что у нас гражданское общество в нашей республике, оно существует и работает. Пусть с какими-то ошибками, может быть, с какими-то слишком радикальными выступлениями, может быть, какая-то такая правовая неграмотность, но самое главное, что оно существует, гражданское общество. И теперь понятно, что этим людям и вообще нам есть куда идти, от кого ждать поддержки, потому что в первую очередь это же министерство теперь должно будет нас поддерживать, граждан, с нашими инициативами. Это их будет теперь прямая обязанность. Поэтому вот в этом плане вот здесь я солидарен. А вот с другими решениями мне вот на самом деле мне непонятно вот то и министерство, которое я ранее возглавлял, зачем его опять начинают штормить, потому что вот вроде бы начали работать, появились какие-то наработки, и сейчас опять семью и семейную политику опять возвращают в Министерство социальной защиты. Поэтому вот по большому счету мне многие вещи непонятны. А на ваш взгляд, вот молодежное министерство, его вообще нужно объединять с какой-то другой сферой? Вот был спорт, семейная политика. Ой, ну вот мне-то показалось, что вот Министерство по делам молодежи и семейной политики, как стратегическое министерство, оно было просто правильно сформировано. Потому что мы же всегда говорим, что у нас главная опора – это семья, надо в семью, и все время говорим о количестве увеличивающихся сирот, о ранних родах. И ведь именно вот это министерство, оно могло бы стратегически заниматься вопросами, готовить к ответственному родительству с детства. И мне кажется, что вот такое министерство было правильно создано в 2013 году. И зачем сейчас это? Потому что ведь Министерство социальной защиты – это опять же защиты. А Министерство по делам молодежи и семейной политики – это больше инвестиционное было министерство. А тут опять получается, что у нас опять семью передают на социальное содержание. Опять вот помощь, а не вкладывание инвестиций. Поэтому мне кажется, что... Ну, это мое личное мнение. Мне кажется, что зря это сделали, что опять начали вот это министерство. Сколько ему? 25 лет, его все 25 лет все реформирует и реформирует. А вот от нового министерства вы, как гражданин, как активный гражданин, что ждете? Каких конкретных решений? Ну, не решений. Я считаю, что вот от этого министерства я жду, что там будет по-настоящему серьезный разговор с общественными организациями, с некоммерческими партнерствами, с различными объединениями профессиональными, где будет коллегия состоять этого министерства не из чиновников, как правило у нас, да,
а все-таки из ярких уже представителей тех общественных организаций, которые у нас сформированы и работают. Не этих общественных организаций, которые на бумажках, а которые серьезно работают уже давно. Ну, это я намекаю на ассоциацию подросток, да? Вот. И они, на самом деле, они должны поддерживать. Они, по большому счету, должны стать локомотивом общественных организаций в общественно-политической жизни республики. И поэтому вот я так и не понял, все-таки Сардану Михайловну назначили. Все-таки указ есть? Указ есть, да? Вот. Я думаю, что у нее очень трудная работа предстоит. Потому что этому министру, ему, скорее всего, ей больше надо будет слушать, чем выступать. Не только слушать, а еще и слышать. А потом и принимать решения. И при этом тут надо привыкнуть к таким вещам, да, к инакомыслию. Это же трудно, когда ты слушаешь человека, который говорит совершенно другие вещи, которые противоречат твоим принципам. А в твоих обязанностях будет состоять в том, что я должен поддержать. Да, вот, Эмилия, там, например, у вас одно отношение, а у меня, как у министра, другое. Как у человека. Но я все равно должен буду поддержать вашу инициативу. Поэтому здесь очень трудно будет баланс содержать. Вот когда новости об этом министерстве, ну вот вышло, что такое будет создано, многие сказали, что, получается, чиновники будут заниматься гражданским обществом. Вот на ваш взгляд, такая позиция правильная людей, которые критикуют создание этого органа? Нет, ведь мы же живем в государстве, и на самом деле государство же должно быть для человека. И ведь мы все чиновники, которые есть, ну я сейчас чиновник, мы же для того, чтобы работать на человека, на гражданина. И поэтому я еще раз говорю, тут очень серьезно зависит сама атмосфера в этом министерстве. Там это министерство, оно не должно быть так административно построено, как, например, там Министерство образования, да? Или там, я не знаю, там, или Министерство строительства. Потому что это уже более профессиональное. А здесь люди будут разные. И здесь совершенно другая должна быть и структура сама построения этого министерства, и само отношение с людьми. И ведь, например, у того же Министерства образования у них же есть конкретные подчиненные, да, там, директора школ, да, учителя. А в этом министерстве как таковых-то подчиненных-то нет. Тут же только можно в каких-то беседах, дискуссиях достигать какого-то консенсуса для того, чтобы что-то решать. Поэтому, но мне кажется, работа там будет очень интересная. Она такая пионерская, ну, в смысле первая. Первооткрывательная. Такое очень хорошее, мне кажется. Касаясь работы с общественностью, вот вы в своем округе, управе, да, неплохо наладили общественное движение, у вас много там всяких различных там советов общественных. Вот одной из инициатив общественного совета был перевод вашей управы из казенного типа на автономный, да? Это вот кому не хватает полномочий и там ресурсов каких-то, да, общественности, как жителям, да, вашей управы, или, может, вам не хватает чего-то? Зачем вообще? Здесь больше такой юридический казус, потому что вот наша управа, она является муниципальным казенным учреждением. Есть какая-то сумма денег, смета, которая нам выделяется, да, и вот такие вот вещи. Проходит аукцион, ну, я так грубо говорю, например, там 1 000 000 рублей на строительство детской площадки. Ну, и какой-то предприниматель берет и говорит, а я построю за 500. Вот, и он выигрывает этот аукцион, и вот эти 500 рублей не оставляет в моем учреждении и на развитие моей управы. А у меня эти 500 тысяч забирают. Понимаете? А потом и другой вопрос начинается. И вдруг этот предприниматель начинает, когда строить, я вижу, что он мне, ну, грубо говоря, да, туфту подсовывает вместо того, что я хотел. И я перестаю, я не подписываю. Я отказываюсь от его выполненных работ. И получается, что у меня управа осталась без спортивных площадок. 1 000 000 был сэкономлен. Для кого, для чего? Непонятно, да? И поэтому я считаю, что
вот наши управы, они не должны быть муниципальными казенными учреждениями. Потому что если нам дали деньги, мы должны их доводить все до конца. Выиграли аукцион, пусть эти оставшиеся деньги, ну, я не на детскую площадку, ну, давайте я пущу это на градировку дорог. Или там на строительство еще одной детской площадки. И поэтому я и, когда это говорил с нашими членами общественного совета, вот они выступили с этой инициативой, чтобы нам дали или бюджетное, или автономное учреждение, чтобы нам маленько развязали руки. Но вопрос этот еще не закрыт. В принципе, Айсен Сергеевич, он согласен. Тут надо просто сейчас решить это юридически. И самое главное, что у работников управы появится мотивация работать, когда у нас вот будет такое. А вот казенное учреждение, оно, наверное, конечно, подходит вот для детского дома, вот где я являюсь председателем попечительского совета. А у нас там... же все управы сейчас казенные учреждения. Да, все казенные учреждения, мы между собой возмущаемся, многими вещами недовольны, но мы понимаем, что вот такое правовое поле. И поэтому вот, если как пилотный проект в моей управе разрешат сделать, тогда можно будет перейти и другим. Александр Григорьевич, вот сейчас, понятно, что кризис, но все-таки есть люди, которые помогают вашей работе, имеется в виду меценаты, которые там строят, может быть, за свой счет, вкладывают в какие-то проекты? Мы такой хороший создали общественный совет. Вот он познакомился. Нас поддерживают, у нас есть те, кто вкладывает. У нас есть депутат, тот же Никитин, Бежанян, которые... Черных, которые за свои деньги строят детские площадки у нас. Или тот же Бежанян вот сейчас озеро почистил. У нас вместо теперь... Или тот же Тарасов и Кутэнерго сделал коробку хоккейную. У нас всю зиму катаются, как в Элей-Ботуре. Как вам повезло с членами общественного совета? Мы некоторых-то подбирали себе сами, я старался беседовать. Или тот же, у нас есть Ирина Николаевна Кобова, которая из хлебзавода. Вот любую нашу инициативу поддерживает. Или ФПК Якутия, там у нас Туяра Алексеева. Тоже любую инициативу нашу поддерживают, и чем могут поддерживают. Или та же Ирина Борисовна Гузова. Вот у нас нет теперь проблем провести какое-то торжество, чествование какого-то ветерана, какой-нибудь праздник для детей. Мы проводим это в кафе «Графский берег» у Ирины Борисовны. Вот она сама мама, бабушка, и она вот эти все вещи поддерживает. Поэтому у нас в округе есть кого. Но мы очень долго формировали этот общественный совет, и у нас их 7 общественных советов, еще и по направлениям. Есть один большой и еще 6 маленьких по конкретным направлениям, и все работают активно. Александр Григорьевич, вот в одном из интервью вы сказали следующее, я процитирую. «Меня в комсомол приняли только в 10 классе. У меня серьезно страдало поведение, вся жизнь взлеты и падения. Почему-то со мной все так происходит, я не знаю». Вот как вы оцениваете свое теперешнее положение? Находитесь ли вы на взлете? Наверное, я опять иду куда-то в гору, да? как бы поднимаюсь. Вот на самом деле у меня вот как это началось с 7 класса. Я вот всю жизнь, и самое главное, что меня очень многие хоронят. Или там мне предсказывают, что я теперь уже никогда не поднимусь. Там в школе, например, считали, что я закончу жизнь в тюрьме. Там, что в армии считали, что по мне плачет дисбат. Когда в техникуме учился, преподаватели мою жену отговаривали, чтобы она за меня выходила замуж. Она сказала, что она проживет всю жизнь с пьяницей, алкоголиком. Вот. И вот так вот всю жизнь. И слава Богу, что мне удается все время как бы наоборот сделать. И когда этих людей встречаю, которые мне такие предсказания делали, им становится очень неудобно. Я особенно помню одного преподавателя Якутского государственного университета. Я же там тоже учился. После 10 класса я учился промышленно-гражданское строительство. И меня выгнали оттуда, куратор. Я не буду называть фамилию этого человека, мне его по-человечески жалко. А за что выгнали?
Ну, он меня при всех... Оскорбил, вы ему ответили? И я ему сказал, сам ты такой. Ну и кто-то должен был уйти, я или он. Решили, что я. Вот. И когда потом я заходил в университет, я его видел, он убегал. Я ему так хотел сказать, что ты мне там говорил-то в 80-м году. Слушайте, а вы мстительный, да, человек? Нет, Вот. мне хотелось просто посмотреть на него в глаза и сказать, что ты ошибался же. Александр Григорьевич, вот опять же, продолжая эту тему падения, вот 2013 год как бы стал годом, когда на вас там ушат критики вылили. Вот вы вообще как критику эту восприняли, и вот что помогло вот в тот момент не сломаться? Ой, нет, ну это же была не критика, если бы это была критика. Это были конкретные действия. Да, это же там, я бы сказал, что там некоторые... Там же не критиковалась там моя работа, а там же просто очень многие же переходило как бы на оскорбления даже вещи-то там. И, но на самом деле я тогда очень переживал, я даже выезжал за пределы республики, потом я в какое-то время даже отключал телефон, не со всеми хотел общаться. На самом деле, конечно, мне было и стыдно, и обидно вообще за эти вещи. И я думал, что, ой, как я теперь выйду в город. А потом как-то я посмотрел, что отношение ко мне вообще никак не изменилось. А потом я разговаривал с социологом, провели там опрос, и оказалось, что у меня рейтинг вырос, наоборот. И у нас, опять не буду называть фамилию, один известный политик, он приехал к своим родителям, они уже старые, за 80 лет. И когда он зашел домой, его отец сказал: что пришел, что приехал? Одного нормального министра и того выгнали. И иди отсюда. Это мне вот рассказывал политик. И вот с одной стороны, вот, ну, мне это приятно. Хотя, конечно, во многих вещах вот я сам лично, конечно, виноват, но там некоторые вещи мне непонятно, когда в этом интернете очень многие вещи додумываются, придумываются, выдаются как за правду. И поэтому, вы знаете, вот даже у меня такое, знаете, как пример, Михаил Ильич Эверстов, да, у меня к нему такое неоднозначное отношение. Но когда я иногда некоторые вещи про него читал в интернете, я понимал, люди, зачем вы врете? Потому что, ну, не может этого сделать Михаил Ильич. Ну, это как пример. Вот поэтому, вот я когда это все переживал, а потом я вышел в город и увидел вообще, что по большому счету-то люди помнят, и, в общем-то, была поддержка. Наверное, со мной перестало здороваться 2 человека. Кто? А я не буду их называть. Зачем? Ну, это, вы знаете, во-первых, мои бывшие коллеги-министры, практически все, когда я включил телефон, они все вышли и сказали, что они меня все поддерживают. И из Элтумена все депутаты сказали, что... Ну, они, конечно, мне сказали, что я не прав во многих вещах. Но я только 2 человека, которые там стали от меня отворачиваться, что-то там. Ну, бог с ними. Я вот хотела спросить, после той ситуации у вас круг общения, получается, совершенно не изменился? Все те, кто были рядом, они... Нет, ну вот это как раз так говорит о том, что... Нет, у меня вот... Эмилия, а у вас изменилось ко мне отношение? Да вы для меня как был дядя Саша, так и остались. Вот. Как и для множества людей. На самом людей. деле, все мне высказывали вот про то, что... Ну, как я, закончив 5 курсов в течение стольких лет, не мог просто съездить и защитить диплом, это люди не понимали. Ну вот, ну как объяснить? Ну, не съездил. При этом другие из университета, из сельхозакадемии, из ГУЭПа, из института, где я сейчас учусь, экономико-правовом, тот же Васильев, он говорит: да ты бы к нам пришел, ты бы уже несколько раз бы закончил все это. Вот. Они мне все это говорили, что вот это в какой-то степени мое личное разгильдяйство или беспечность, вот по большому счету.
почему я сам довел до такого. А я у вас хотела спросить, вы, когда только вот эта вся ситуация стала известна, после появилась информация, комментарий вот руководителя, директора Байкальского университета, филиала, да, у нас якутский, о том, что вы зачислены туда на учебу. И сейчас вот такая ситуация. В общем, что у вас сейчас с дипломом? Не буду ходить вокруг да около. На нет, каком этапе? Ну, во-первых, после вот... я благодарен, во-первых, Людмиле Николаевне Цой, потому что я туда поступил, они меня поддерживали. Во-первых, они мне даже сделали график. Индивидуальный график. Но кроме этого, мы с Людмилой Николаевной договорились, я помогал там еще и вел политклуб, лидер, и кроме этого я еще помогал студенческому самоуправлению. Ну, как бы друг другу помогали. Но потом, после того, как Арсений Сергеевич меня пригласил перейти работать, потому что в судебных приставах мне было скучно, я был советником, но на самом деле, конечно, я практически ничего не делал. Я понял, что должность советника очень хорошая. Да? Я помогал, я выполнял свою работу, все, но вот, и после того, как я перешел, то в силу из занятости и другой нагруженности я понял, что теперь мне сложнее будет учиться в Байкальске ездить, и поэтому я перешел вот в Васильеву институт. Экономико-правовой институт. Да, экономико-правовой. А вы прям честно лекции посещаете, да? Да. Какой любимый Вы предмет? даже можете спросить, я даже, не все. Нет, я вас спрашиваю, мне ваше мнение интересно. Вы можете спросить даже с преподавателя, например, когда там по Конституции зачет сдаю, я же еще и спорю. Потому что я же 2 раза был в Конституционных комиссиях республики, и по многим вещам как бы у меня серьезные дебаты с преподавателями. Или там, когда английский язык, я сдавал зачет об ГУЭПе, и когда я сказал, что вообще-то я почетный гражданин города Темекула, штат Калифорния, США, он сказал, вам 5 поставить или хорошо? Вот, нет, я серьезно, я прихожу, сдаю зачеты, по возможности посещаю лекции. А какой любимый предмет? Ой, нет, тут сейчас такого у меня нету любимого предмета, потому что, на самом деле, я просто, коль уже я пообещал, что я должен получить это образование, но я его получу. А сколько еще осталось? В следующем году. Я у вас вот хотела спросить... Там самое обидное, мне пытались помочь и Людмила Николаевна, и Андрей Васильевич, чтобы мои вот эти 5 курсов, которые я в Томске закончил, ведь на самом деле я же его получил, это образование, но просто я вот этот диплом не съездил. Но, к сожалению, их вот никак не зачли. Не зачли, потому что каждые 5 лет меняется программа. Нет, и просто там технический вуз. Совсем технический вуз. И там все предметы, которые я изучал, здесь их никак они не проходят. После вот той ситуации, вы уж простите, что мы вокруг нее бегаем, да, с разных сторон. Я помню, вы единственно дали интервью тогда Татьяне Тарасовой, и помню замечательную фразу, почему-то она мне врезалась в память. Вы сказали о том, что чему меня сейчас могут кто-либо вообще научить. Ну, пойду я сейчас получу этот диплом, и, в принципе, я так понимаю, что мне нечему научиться, да? И я тогда поняла, что, в принципе, вам этот диплом-то он зачем? Это же, получается, ради галочки. Ну, вы... Эмилия, вот ты сказала, что получается, что... Сама же ответила на свой вопрос, да? Получается, что по большому счету я просто пообещал, и я должен получить этот диплом. А по большому счету я уже просто не вижу, потому что, я знаю, что есть люди, которые идут, учатся, получают какую-то новую профессию, да, что-то узнают. А я-то, по большому счету, иду же по той же тропе, которой я занимался уже 30 лет. Но я должен получить этот диплом, уже всяко разно. Тут немножко другая, мне кажется, ситуация. Люди, которые хотят идти учиться на 2-е высшее или там 3-е высшее получают, они идут ради себя, и потому что они хотят что-то изучить новое. Вы же пошли, мне кажется, для того, чтобы кому-то что-то доказать, что у вас вот есть диплом. Но я говорю про то, что Александр Григорьевич, который для многих горожан у нас дядя Саша, просто в принципе нечего и некому доказывать с высоты прожитых лет. Вот вы знаете, вот в свете даже последних событий, как мне тут один из товарищей сказал, я, говорит, как он мне сказал-то, и будь у тебя сейчас диплом,
неизвестно бы, кто сейчас возглавлял бы это министерство. Понятно, понял вопрос. Александр Григорьевич, вот вы говорили про интернет, и я где-то вот читал то, что, мол, когда придя на должность главы управы, вы, мол, лично уничтожали бродячих собак там. Ой, нет. По округу. Ну, нет. Ну, я не лично, а у нас был такой подрядчик, и для того, чтобы, понимаете, вот как его проконтролировать, что он убивает этих собак. Жители жалуются, а вот как это? И поэтому я просто с ним ездил раза 3 и лично видел, как он отлавливает и как он их уничтожает. Но лично я вот участие в этом не принимал. Мы тогда один заезд, мы с ним аж 36 собак. А сейчас эта проблема стоит? Сейчас эта проблема не стоит так остро, потому что у нас сейчас есть питомник для содержания собак и кошек. И там есть уже профессионально, которые ездят. Мы им отправляем заявки наших жителей. Они нам предоставляют еженедельный отчет, сколько они на территории нашего округа отловили этих собак. Вот тоже касаясь городских проблем. Вот я как знаю, вашему округу поручено высадить 100 тысяч цветов. Цветов к детям Азии, да? Это реально вообще, нереально? Мы уже посовещались, и в нашем округе мы посадим 100 тысяч. 20 тысяч будут посажены за счет управы, бюджетных денег, а 80 тысяч нам помогут наши предприниматели, наши хозяйствующие субъекты. У нас же такие субъекты, посмотрите, Якутэнерго, хлебзавод, молокозавод, ФПК Якутия. Ага. А школы... 2 техникума, школы Речпорт. А школы с детсадами, значит... Нет, вот со школами я и... Вот тут какое-то недопонимание пошло или как бы испорченный телефон. Вот школы, да? Идея Александра Сергеевича же была не о том, чтобы каждый ребенок принес по 10 цветов. У нас, как всегда, испорченный телефон, до школ дошло совсем другое. У Александра Сергеевича другая идея была. Он говорит, а почему бы детям не начать на трудах выращивать эти цветы, а потом вокруг своей школы вот этими цветами бы и засаживать. Но у нас некоторые чиновники пошли простым путем. Пусть родители принесут по 10. Хотя ведь многие уже детские сады и школы именно выращивают, и в том числе и на территории нашего округа, которые высаживают эти цветы на уроках труда, и дети участвуют в этом. Это же гораздо лучше, чем просто купить, принести, посадить. А тут сами вырастет, потом сами будут ухаживать. Поэтому Александра Сергеевича идею трансформировалась, и она, как всегда, совершенно другое звучание получила. И вот в нашем округе цветы школ в эти 100 тысяч не входят. Это пусть будет отдельно, потому что я сам был директором школы и понимаю, что здесь ситуация такая. Не дай бог, начнут родители приносить по 10 цветов, найдется какой-то родитель и скажет, что почему с нас собирают деньги на покупку цветов, появится прокуратура, и хорошее дело замнут. Поэтому здесь, вот как смогут директора школы, директоры детских садов это вопрос решить, пусть так и решат. Александр Григорьевич, вот вы довольно продолжительное время являетесь членом партии «Единая Россия». Хотя сейчас многие говорят, чтобы заниматься политической деятельностью, не обязательно быть партийным человеком. Вот в этой связи желания из партии выйти нету. И вообще, как оцениваете работу нашего регионального отделения, то есть в Якутии? Как длительно это? Я, по-моему, с 2008 года я член партии «Единая Россия». До этого я был членом партии аграрной. А если честно, я не собираюсь выходить уже из партии, я являюсь членом городского политсовета города Якутска. А вот если честно, мне кажется, какая-то неправильно произошла смена в исполкоме нашей партии. Я думаю, что пока Сахамин Миланыча и Шибаева новые ребята не заменили. Это не потому, что Сахамин и Леонид являются моими друзьями, были очень хорошие отношения. Я вижу, я пытаюсь быть объективным, и я вижу, что
так как велась работа, вот когда они возглавляли республиканское вот это все, да, исполком, совершенно была другая работа. И сейчас, вот есть с чем сравнивать. Мне кажется, отсюда у нас очень большие недоработки и там проигрыш, особенно в Южной Якутии. Вот мне кажется, что это очень серьезно повлияло, что вот такую смену произвели. Вот у нас сейчас начинается как бы такая череда выборных кампаний, очень крупных. Вот стоит ли ждать вашего участия в выборах, это раз. И во-вторых, так как вы до этого участвовали во многих выборных кампаниях, выигрывали, вот на ваш взгляд, в чем залог успеха участника выборной кампании? Что нужно сделать, чтобы победить? Ну, очень многие-то говорят, были бы деньги и выиграли, да? Вот. Но мне кажется, что деньги, конечно, нужны, но все-таки личность самого кандидата очень многое значит. И в залог успеха это, я считаю, что человек, который идет, он должен верить, что он станет депутатом или выиграет выборы. Но кроме этого, та команда, которая его окружает, они вообще должны верить в этого человека. Не за деньги работать, за деньги надо работать, но они должны верить в этого человека, что его надо избрать, что он просто необходим. И вот это главная составляющая. Я просто помню, как мы спокойно выиграли выборы, когда я стал второй раз депутатом Илтумена. Если так сравнивать и суммы, которые были потрачены, и количество людей, которые работали в штабах, у меня в разы было все меньше, но мы выиграли. Это потому, что ребята, которые со мной работали, они просто верили и считали, что вот такой человек, как я, должен быть в Илтумене. И это было искренне. И это видели депутаты, эти жители, избиратели. И поэтому мне кажется, что они проголосовали. А будете участвовать в ближайших? А ближайшие какие? Госдума? В Госдуму нет. Ну, следующие... Илтумен? Ой, ну тут надо, наверное, посмотреть, что будет дальше, на самом деле. Вы знаете, вот депутатом 4-го созыва я решил стать практически за год до выборов. Потому что я как-то смотрел на Илтумен, как они тогда работали, и все сдавали, то, что было принято 2-м созывом. 3-й созыв все просто сдавал, все позиции. И мне казалось, что надо вернуться в Илтумен и все восстановить. Не получилось. И поэтому, наверное, для 6-го состава Илтумен, наверное, я посмотрю, подумаю. Я сейчас не готов. А что влияет на решение? Меня должно это задеть. Ну, за год, когда вы сказали, что... Ну, я просто вот все время смотрел, я сейчас даже не могу сказать, там именно что-то произошло, вот сейчас не могу сказать, что прямо я посмотрел, мне стало обидно за Илтумен. Ну, что вот их решение, вообще правительство ни во что не ставит, депутатов, вот что-то такое было. И мне захотелось, что мы так завоевывали, такой авторитет был. А потом, когда я пришел уже как депутат опять, я увидел, что вот отношение исполнительной власти к законодательной. Не зря тогда вот вы, журналисты, называли, что Илтумен это там правовой, один из департаментов правительства. Я это чувствовал. И я могу сразу сказать, что если бы мне было интересно в Илтумене, так как это было во 2-м созыве, я бы не пошел работать министром. Потому что, вот проработав 3 года депутатом, и мне предложил Егор Афанасьевич стать министром, я с удовольствием согласился, потому что мне уже было скучно. Ну, не то, что скучно, я не видел толк от своей работы. А вот нынешний созыв как оцениваете? Чем он отличается вот от тех созывов? Ну вот, вы знаете, опять вот многие потом могут сказать, что я там хвалю своих друзей. Вот Александр Николаевич Жирков, да, это мой, очень давний друг. Хотя мне кажется, что и очень многие люди, может, не понимают, что ли. Может быть, не совсем его хорошо знают. Вот я его прям иногда чуть ли не с кулаками хочу защищать от некоторых товарищей, потому что, они не знают по-настоящему Жиркова. И мне кажется, Жирков смог авторитет вернуть. Вот авторитет Илтумена он смог все-таки вот, не знаю, там надо сесть поанализировать, даже с вами, может, посидеть, поговорить на эту тему, как и почему это произошло. Мне кажется, что авторитет он все-таки Илтумена более, он вернул. Но
сам состав меня. А я переглядываюсь и хочу спросить, а вот эта покупка с автомобилями, вы читали комментарии, то что, ну, вот народ-то, мне кажется, совсем вот разочаровался? Ну и это тоже. Вы знаете, но вот есть одна же проблема, да? Вот автомобиль. Вот вы водите автомобиль? Да. Вот вы на какой машине будете ездить? Нет, я понимаю, Нет, что... нет, сейчас, минуточку. Вот мне просто интересно, вот на Да какой? я хожу пешком, это полезнее для здоровья. Нет, Просто- а вот ваша машина, вот себе какой бы вы хотели ездить? На иностранной или на нашей? Не поверите, чайку хочу. Ну, чайку. Чайку же сейчас не выпускают, и для ЛТБ же не приобретут. А Ну и вот по смотрите, нашим, вот я человек, который не умеет водить машину, да? Ну и мне ездить на какой машине без разницы. Я вот как-то это вот... Хотя я, конечно, понял разницу между Волгой и Фордом. Вот сейчас мне тут одно время Волгу давали, я понял, что Форд-то лучше, конечно, да? Вот, и отсюда же и депутаты исходят, потому что машины, которые они же для работы нужны. Ездить На в те же дальние, улусы, на дальние дальние улусы. расстояния, Я конечно. ездила на автобусе Пазик, ничего, живая приехала. Это, понимаете, вы Да раз, не любой. раз в полгода, там-то приходится ездить гораздо чаще. И многие депутаты ездят чуть ли не еженедельно. И поверьте мне, на УАЗике или на автобусе это тяжело. Александр Григорьевич, вот опять же о депутатах. Как относитесь к партийным спискам? То есть многие критикуют за то, что туда попадают часто люди, которых население просто не знает. Честно, вот я как придерживался, я и раньше считал, а мне считается, что вот не нужны партийные списки. Должны быть все одномандатные. И без разницы куда. В Госдуму ли, в ЛТМН, в улусное ли собрание, в городское ли собрание. Депутат должен быть одномандатный. Тут должна быть четкая персональная ответственность. Да, они должны быть представителями какой-то партии. Ну, хотя в Госдуму, я думаю, что все-таки, наверное, партийные списки, могу еще согласиться, нужны. А вот на уровне субъектов, городов, районов, а на слегов тем более, вообще никаких партийных списков не должно быть. Должно быть персонально, но должны быть от партии. Вот. Что, по поводу машины не удовлетворены? Ну, как-то. Нет, но... Народ мне разочаровался, это... Но мне кажется, что все равно Можно не отрицать. должны быть хорошие, нормальные машины. Ну, я вот тут как дилетант рассуждаю, скорее всего. Мне трудно сейчас ответить. Но мне кажется, хорошие машины должны быть. Ну, или наш автопром должен, в конце концов-то уже догонять. Александр Григорьевич, вот завершая наш разговор, 4 коротких вопроса и 4 коротких ответа от вас. Какое человеческое качество вы цените более всего? Наверное, это все-таки это порядочность. Самое отрицательное? Ну, я не знаю, это одно и то же или как это? Это трусость. А трусость не только там испугался, а трусость ежедневная. Вот у нас очень много трусов. Он может быть в драке и храбрым, а в принятии решений трус. Если бы у вас была возможность изменить какое-то ранее принятое решение, совершенный поступок, то что бы вы изменили? Я бы не начал курить. И вспомните самый счастливый момент в своей жизни. Ой. Самый счастливый, это, наверное, сейчас, последний, который я помню, это 14 сентября 2014 года. Вы не помните, что это было? Это же были выборы главы республики. И в этот день у меня родилась внучка. Виктория. Ну, ее не в честь победы Егора Павловича назвали. Был Александр Подголов. Спасибо, Александр Григорьевич, что пришли. Спасибо вам.